Исәміз эскадерлі қала қонақлары. Здравствуйте, дорогие гости столицы. Мы с вами находимся на улице, которая носила до революции название Поперечной Екатерининской, а сегодня она носит имя советского и государственного деятеля Ахтямова Садыка. Бурнаевскую мечеть по праву можно назвать архитектурной жемчужиной южной части Старо-Татарской слободы. Она была построена в XVIII веке на средства татарского купца Салиха Мустафина, построившего ее для учеников-шакирдов Апанаевского медресе. После смерти купца эта слобода заселяется мусульманами близлежащих домов. Так на карте Старо-Татарской слободы появилась еще одна мечеть, третья соборная. В камне мечеть была построена в 1872 году по проекту известного русского архитектора Петра Романова. А через 23 года рядом с мечетью вырос ажурный минарет по проекту другого известного архитектора Федора Малиновского. Мечеть построена в национально-романтическом стиле, в архитектуре барокко и каменном декоративном татарском зодчестве. Венчает трехъярусный минарет, яблоко-шар и шпиль с полумесяцем, направленный рожками в сторону Мекки, духовную родину мусульман. В начале 20 века в Махале насчитывалось 940 прихожан, 50 домовладельцев. В 30-е годы 20-го столетия она была закрыта и более 60 лет не функционировала, а в 1994 году она открыла свои двери для прихожан. Татарская поговорка гласит: «Магариф, маданият, хамсангат, кышы күңеленең хазинасы, образование, культура и искусство – кладезь души человеческой». Очень уж хотелось почетному гражданину Казани, купцу первой гильдии Мухаммед Садыку Курбангалеевичу Бурнаеву построить мечеть, не похожую ни на одну другую в городе. И это ему удалось. С тех времен мечеть называют Бурнаевской. В 1844 году на пересечении двух улиц открывается мусульманский приют для детей-сирот магометанского вероисповедания. А вот в форме каменного здания появляется он в 1872 году, так же, как и перестроенная Бурнаевская мечеть. И интересно, что благотворителем этой мечети был первый старшина Исмагил Бурнаев, сын благотворителя мечети. Мы с вами находимся в Старо-Татарской слободе на улице Каюма-Насыри. До революции эта улица носила название Захарьевской. Именно на месте этого красно-кирпичного дома когда-то стоял доходный дом, принадлежавший купцам Бурнаевым. Дом номер 30 по улице Каюма-Насыри, к сожалению, ныне несуществующий. На старинной фотографии 1912 года мы видим цвет предпринимательской промышленной молодежи Казани, проживавших в Старо-Татарской слободе. Здесь представлены купцы Гизетуллины, Хасан Халитов, но в центре мы видим внука Мухаммед Садыка Курбангалеевича Бурнаева Губайдуллу. Он здесь в костюме банковского служащего, ему в то время 24 года, но он уже женат и имеет семью. В 2005 году мне посчастливилось познакомиться с праправнуком Бурнаевых, их потомком Нурдинаром Шагабудиновым. Он сообщил мне интересную деталь. Оказывается, популярная актриса театра и кино Чулпан Хаматова, приехавшая в наш город на съемки фильма «Зулейха открывает глаза», является потомком рода Бурнаевых.